К другим новостям. В Сыктывкарском политехническом техникуме открыли образовательные мастерские WorldSkills по группе компетенций промышленные и инженерные технологии. Долгожданное событие приурочили к 80-летию профессионально-технического образования России. На торжественном мероприятии побывал и глава региона Владимир Уйба. Какие теперь возможности открываются перед техникумом и его студентами, узнал Павел Королев. Это не просто класс, а целая образовательная мастерская, напичканная электроникой. Направление интернет вещей – это концепция связи большого количества электронных устройств в общую сеть, которая применяется в автоматизации производства. Вот и сейчас глава региона с помощью терминала с легкостью управляет манипулятором и производственной линией. С интернетом вещей также тесно связано и понятие «умный дом». В первую очередь автоматизация производства, и такие же системы можно применять в умном доме. Студенты во время выполнения задания должны запрограммировать серверное приложение таким образом, чтобы не допустить совместных ошибок при выполнении задания. То есть все манипуляторы должны работать без помех друг другу и выполнять какое-либо действие. А в мастерской аддитивного производства студенты будут изучать применение в производстве 3D-печати, которая уже давно связывает с промышленной революцией. Если при традиционном изготовлении от заготовки отсекается все лишнее, то в случае с аддитивными технологиями новое изделие создается из ничего, а точнее из расходного материала. Наибольшее распространение сейчас аддитивное производство у нас в медицинской сфере. Да, это создание 3D-моделей, дорогостоящего оборудования, частей тела, которые позволяют скорректировать предоперационный процесс. Человеку, который не в теме, эти мастерские могут и вовсе показаться какой-то лабораторией. Настолько много здесь гаджетов и электроники. Как говорится, дедовскими методами здесь точно никто не пользуется. Сегодня действительно мы, шагая вместе со временем, понимаем, что без современных технологий, без оцифровки технологических процессов, конечно, сегодня уже просто мастерком или молоточком, киркой уже работать сложно, особенно учиться. И хотя, в общем, и это тоже используется в подготовке. И поэтому в рамках проекта образования идет такое направление, как создание суперсовременных мастерских. И действительно мы уже в республике открыли 20 таких мастерских в 4 образовательных учреждениях. На реализацию проекта было направлено почти 55 миллионов рублей, из которых 47,5 из федерального бюджета. Оставшуюся часть добавила республика и сам техникум. Как отмечает СУЗИ, открытие мастерских – это главное условие для подготовки востребованных кадров и развития нашего региона. Павел Королев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.